Мы со своей стороны, как газовая компания, готовы обеспечить и подвести в каждый дом газ. Удобно, быстро и абсолютно бесплатно. Собравшимся рассказывают о всех преимуществах и дополнительных возможностях реализуемой в стране программы дегазификации. Ранее здесь, по переулку Березово, специалисты «Газпрома» в рамках программы провели газовую трубу и в каждом домовладении вывели технический источник питания к газу. Воспользоваться программой может каждый официальный владелец участка и дома. У нас была заявка от одного абонента. Мы провели до конца этой улицы, он был конечный потребитель, мы провели газовую трубу. Потенциальная возможность у нас есть для более чем 50 домовладений на этой улице. То есть газовая труба нами проложена, и мы можем также остальных подключить к газовой трубе. Программой социальная газификация воспользовался и житель переулка Березово Магомед Амир Хамадханов. Сейчас в каждом домовладении здесь подведен газ. Осталось только подвести его к дому. Программа, что ищешь в программе, благодаря. В 2020 году, отдыха горина, залог важно какие-то отчудохи, что с программой. Сухана платный раз. Адыгрдяште, это хобя, что даже и 300 тысяч. А они бесплатно говорят, то что автомобиль, а что доктор же хабяки он отчу. Саудовский это Газпром даже это хабяка. Проект там уже полностью газ. Программа социальной газификации работает в республике с августа 2021 года. Облегчить себе жизнь и подвести ресурс к дому может каждый житель республики. В 2023 году по программе дегазификации в России подключены к газу более 300 тысяч домовладений. В Ингушетии программа также активно работает. Жители республики подают заявки. Сотрудниками «Газпром» Межрегионгаз на сегодняшний день уже принято 906 заявок на дегазификацию от потенциальных абонентов. Заключено 882 договора, из которых 705 исполнено до границ земельных участков. Выполнено 146 подключений. Чаще всего заявки поступают от жителей новостроек. В рамках программы специалисты также отдельным категориям граждан могут под ключ подвести газ. Сейчас начата совместная работа по информационному сопровождению жителей с партией «Единая Россия». Также в нашей республике работает программа субсидий. Это для тех граждан, которые не имеют возможности самостоятельно провести уже внутри дворового участка, провести газовую трубу и приобрести необходимые газовые приборы, в том числе и счетчик. Действует программа субсидий в нашей республике где-то до 100 тысяч рублей. Такую сумму оказывают республиканские власти. И есть 9 категорий граждан, которые подпадают под эту субсидию. В принципе, это малоимущие, участники боевых действий. Основная наша задача, чтобы каждый житель нашей республики, города Назрань в данном случае, мог воспользоваться вот этой программой. Эту работу мы будем делать и на системной основе. Это не первая наша встреча. И основная наша задача, чтобы каждый житель республики смог получить доступ к газу и использование газового оборудования. Для того, чтобы сотрудники газовых служб в рамках действующей программы бесплатно смогли подвести к участку или к дому газ, жителям частных домов необходимо иметь правоустанавливающие документы. В этой связи есть и прямое поручение главы Республики Ингушетия Махмуда Али Бакшировича Кериматова. Есть поручение Центрального аппарата Росреестра. Также есть поручение правительства Российской Федерации оказывать содействие в данном вопросе. В рамках программы дегазификации во всех населенных пунктах республики созданы и курсируют клиентские мобильные центры. Они работают для удобства жителей республики. Здесь легко подать заявку для участия в программе. Для того, чтобы подать заявку, необходимы документы. Это паспорт собственника, право собственности на домовладение и земельный участок. Ситуационный план мы выдаем сами, мы помогаем всегда. И ИНН или СНИЛС. Подобные встречи будут продолжены до конца этого года. Специалисты уверены, это поможет повысить интерес граждан к программе и создаст для них условия без потери денег и времени подвести к дому газ. Рина Сычуева, Джамалел Султыгов, Новости 24.